своих местах, полиция все так же вертит активистов. Но что касается Якутии, например, я так подозреваю, что там даже, в общем-то, и жесткого подавления не было и не будет, ну, сопоставимого с башкортостанским. Но Ну, потому... во-первых, там собралось меньше людей, во-вторых, все-таки в Якутии, ты знаешь, удельно количество стволов на душу населения, оно гораздо выше, чем Я думаю, дело не в только Башкирии. в этом, а еще и в том, что власти удобно, когда злость направляется не на нее лично, да? То есть мы помним, что достаточно толерантно обошлись с погромщиками в Дагестане, хотя там произошел де-факто захват аэропорта, да? Но там вообще какая-то комичная ситуация произошла, то есть там не совсем, мне кажется, ну как это можно сказать, глубинария, там Кузьмичи или как их можно назвать, да, ну народ не совсем образованный, Но, то есть, да, ну, конечно или нет, ну, смотри, заметь, когда идет речь о ненависти к соседу, российская власть стоит в стороне и потирает ручки. Она может пальчиком погрозить, но ничего серьезного она делать не будет. ну там, например, многие якутские активисты, они уже поспешили, ну, как сказать, что это на самом деле все Айсен сделал для того, чтобы как бы выслужиться перед Москвой и показать, какой он мужик, короче. То есть он может даже и такие митинги, мол, разгонять. Ну, Айсен Николаев, это президент Якутии. И, соответственно, то есть... Но уже это не президент, как я понимаю. Да? Ну да, там руководитель, или как они да. там теперь называются. И там есть такая вот псевдонационалистическая, псевдопатриотическая организация, УСТУМСУ называется. И там, ну вот мужики все, у которых там кризис среднего возраста возник и так далее, вот они, значит, там целый храм создали, у них штаб-квартира, это, значит, такая вот якутская, как бы, ну, построенное как бы псевдожилище якутское, да, в котором там в центре, значит, очаг расположен, они там постоянно каких-то шаманов приглашают якутских, то есть там и ритуалы различные проводятся, но они, видишь, проправительственные оказались, и там начали загонять молодежь, в том числе под кабалу рекрутскую. Ну и сейчас вот недавно украинские, значит, СМИ, они несколько, значит, выложили роликов, где были запечатлены якуты. И один вот из них сказал, Сидоров, по-моему, у него фамилия, он сказал, что мы договорились, что мы при первой возможности сдадимся в плен по той простой причине, что командиры, ну, нас не жалеют, и это для них уже там находящихся на ленточки или как там на нулевке, там на зеровке или как это правильно называется, да, для них очевидно, что их просто используют в качестве пушечного мяса и не больше. То есть даже люди довольно примитивные и анти даже интеллектуальные даже уже поняли, что там происходит. И, конечно, вот эта прискорбная ситуация, которая приключилась, но, опять же, это же, видишь, происходит из-за того, что вот якутский или бурятский патриархат, он фактически разрушен. То есть в Бурятии тоже полно таких преступлений, когда там какой-нибудь там бурятский молодой человек решил там за пьяную бурятскую женщину вступиться, да, хотя она и не требовала помощи там, да, и какие-нибудь там представители горских народов, там, закавказских народов и так далее, то есть, ну, тоже убивали бурят, и причиной там, значит, была развратная там какая-нибудь бурятская женщина, да, ну, в этом как бы, мы-то в этом, я не знаю, ну, больше научены, что ли, или там у бурят больше толерантности по этому поводу, но я более чем уверен, что причина вот этих разборок, она либо финансовая какая-то криминальная, с другой стороны, меня спрашивают вот, зрители в том числе, а почему, говорит, вот Бурятии, ну, такое негромкое, я говорю, потому что зарплата нищая, у нас нищий регион относительно Якутии. То есть Якутия, она привлекательна для мигрантов в Центральной Азии по той простой причине еще, что зарплаты выше. Соответственно, там, поскольку общество традиционное, патриархальное такое, мусульманское, да, то есть у них, они трактуют женщин, да, совершенно по-другому. И когда он приходит в клуб и видит там развратных якутских женщин, то он автоматически у него вот все якутские мужчины, они как бы начинают теряться в статусе. И поэтому эти конфликты, если бы, допустим, в Бурятии или там где-нибудь в других регионах, он бы, может быть, еще подумал над тем, чтобы там ну, верси себя дерзко там и так далее, то в данном случае, ну, он видит этих несчастных женщин, да, которые там отдаются за бутылку водки там и все прочее. То есть тут еще такой элемент, на самом деле, проскакивает. Плюс одновременно никто не исключает о том, что когда
есть люди, из которых можно поиметь денег, всегда лезет криминал. То есть криминал из регионов, плюс не секрет, что многие мигранты, они должники. Есть такая система, то есть в Центральной Азии, когда должников отправляют на заработки в какие-то регионы и ставят над ними определенных людей, их собирают в кучки, значит, отдают в какие-нибудь русские предприятия. И вот тут правильно некоторые якуты, народ Саха, ставят вопросы. А говорит, вы не задумывались, почему за последнее время увеличилось количество мигрантов из Центральной Азии именно? То есть их специально привозят под русские предприятия, которые занимаются добычей и, значит, хищением фактически природных ресурсов Якутии. И это дешево, потому что можно не платить, да, ту зарплату, на которую рассчитывает местный житель. Конечно, ну это... То есть это приводит регионах, к тому, что ну, якуты просто они не борются за свои трудовые права, то есть, ну, как и буряты. То есть я считаю, что там 30 или 40%, допустим, каких-то предприятий, которые приносят существенную прибыль, и в них хорошая зарплата, да, там просто квота должна быть обеспечена для местных жителей. Ну или, пожалуйста, рентные выплаты тогда платите. Но федеральный центр этого специально не делает, обогащает таким способом, значит, своих русских олигархов, которые сидят в наших регионах. И это тоже является элементом колониальной политики. То есть тут не дать не взять, что тут так и происходит именно. Ну смотри, на самом же деле это такая общемировая, как сказать, практика, да, что националисты во всех странах, они обвиняют именно мигрантов в том, что в первую очередь, что те похищают рабочие места, занимают их рабочие места. Но ты пойми... Да, есть... да, но я вот договорю, да. Ну, понятно, что эта проблема распространена, да, но другое дело, что как-то в странах, где все-таки работает закон, где есть какой-то баланс, где есть противовесы, это все регулируется все равно так или иначе. Да, нигде нет идеальной ситуации, но в России действительно просто в отдаленную Якутию действительно каким-то олигархам проще вахтовым методом навести каких-то гастарбайтеров из Центральной Азии. Которым можно не платить нормальную зарплату, да, и в случае чего выкинуть за копейки, их можно выкинуть, если кто-то из них погибнет, там тоже скажут, что он сам виноват, там без страховки работал, или вообще, что он не работал у нас здесь. Кстати, мне вот в свое время, как сообщали, да, по-моему, в Крыму, уже в российском Крыму была такая ситуация, когда туда тоже на всякие масштабные стройки привозили, значит, из того же оккупированного Донецка людей, и человек погиб, а его взяли просто в ближайший овраг, выкинули. То есть он вообще по документам нигде не проходит. Угу. И, собственно, вот, как бы мы не знаем, какая бухгалтерия вот этих вот олигархических предприятий, которые в Якутии работают, но я думаю, там тоже вот такая черная бухгалтерия процветает. Ну да, то есть они официально это может быть... Никакой техники безопасности. Правильно, то есть они официально это может быть в своих отчетах показывают, что там все нормально получают, ну чтобы Конечно. макроэкономические, так скажем, вот эти... Но кто-то нормально и получает. Да, а собственно черная касса, да, выдается там, соответственно, ну эти все штучки-дрючки, это в принципе проблема как раз местных жителей, потому что они могут создать профсоюзы, они могут создавать свои собственные там трудовые какие-то коллективы, организации, да, для того, чтобы лоббировать свои интересы. То есть все механизмы, есть они, существуют, извиняюсь. И поэтому вот пассивность людей, ну, опять же, с другой стороны, ну, что ты рассчитываешь? То есть они там отдали там несколько тысяч рекрутов, да, то есть спокойно, да, смотрят, когда там десятки трупов приходят, десятки вот этих гробов приходят и так далее. То есть и они там с флагами ходят, бегают и там, значит, в грудь себя колотят и говорят, какие мы там борцы за русский мир там и все прочее. А вот тут, ну, русский мир, он, ну, как бы, ну, это же политика, тут нету никакой теперь коммунистической партии, там, с какой-то идеологией интернациональной и так далее. То есть тут чистый капитализм. С другой стороны, в странах чистого капитализма, да, работяга-то он себе цену знает. И, собственно, как бы в целом там достаточно высокий уровень дохода, да, и даже если туда там, ну, где-то в какие-то отрасли, вот как, например, в Соединенных Штатах Америки, ну, целые отрасли, да, заняты мигрантами. Например, доставка. Но в доставке, например, тоже большое количество американцев работает. Тут те же траки. Достаточно большое количество тех, которые запросили политическое убежище, но все они одинаково платят налоги.
американские, понимаешь? То есть это своего рода свобода. Почему? Ну, потому что вот мне мой знакомый тракист, он рассказывал, что было, когда ездили американцы, там не зарегулировано абсолютно все было. То есть там шутки были по поводу тракистов, что они спят раз в неделю, потому что там употребляли, значит, различные транквилизаторы там для коней и могли там сутками, там 7-8 суток не спать. Происходили там такие ситуации, когда просто там одни американцы других американцев выкидывали в кювет, ну, то есть фура просто била в задницу, и машина улетала, и никто ничего не мог найти. Сейчас, конечно, там все, рынок зарегламентировался, все боятся, американская экономика в целом крутится худо-бедно, и в этом отношении, ну, как бы никто там не возникает. Просто боятся, есть у американцев боязнь, что Соединенные Штаты Америки превратятся в Европу, когда там все прыгнут на велфер там и так далее. В итоге там американцы будут работать. Ну, рынок, он сам все решит. Но когда государственная система, вот как в Якутии или в Бурятии, в других регионах, это полугосударственная, а сейчас мы снова будем возвращаться к тому, что я так уверен, что будет снова команда административная экономика, потому что ну, уже не вывозят. Рыночная экономика уже не вывозит российская. Ну вот заметь, кстати, об этом можно вспомнить такую историю поучительную. У нас в Поволжье буквально вот на этой неделе, в конце той, по-моему, еще все это началось. Из-за якобы очень обильных снегопадов вдруг пропали магазины, товары с полых магазинов. Причем какие-то такие вот самые, ну знаешь, там самые банальные. Молоко, курица, там хлеб даже. Вот просто знакомые мои заходили, демонстрировали пустые полки. Это в Казани было. Сейчас такая же ерунда в Самаре. Ну, то есть мы видим, что уже рыночная логистика рушится. И, очевидно, если так дело пойдет дальше, то вернется вот эта распределительная система. Ну, я думаю, что курочка вся едет в Москву, ну, как и все яйца, как говорится. Да, поэтому москвичи будут выкладывать фото из московских супермаркетов и говорить, да нет, ничего, вы смотрите, Конечно. И яйца у нас есть в стране, ну, и курочка. Ну, то есть, как в советское время было, да, вот да. вы сказали, там потом будете летать, значит, на льготных каких-то авиарейсах в Москву, чтобы там, ну, просто привезти Пардон, никаких льготных авиарейсов не будет, учитывая состояние авиации в России. Да, кстати, пару сумок там колбас всяких, там курицы. Оно, кстати, и в советские времена-то было, ну, как так, затратно. И, например, у меня мама, я помню, она ездила, ну, вот таким каким-то ночным, что ли, поездом, да, там, в принципе, от Казани до Москвы ночь пути. И, соответственно, вот она, значит, приезжала с утра, выходила, значит, на перроне в Москве, с авоськами там взмыленно оббегала все магазины, отстаивала все очереди, которые только можно. Вечером, значит, садилась опять в поезд, и вот в поезде ночевала, значит, и приезжала там, ну, в Казань. Соответственно, вот такие поезда колбасные, как их называли в то время, они могут опять вернуться, получается. Ну, потом вернутся такие столы распределения на предприятиях всяких государственных, где будет там холодильник оборудован. Я вот в институте работал в Москве, и у них там было, значит, такая холодильник, да, как склад. Я говорю, а что это склад? Ну, то есть холодная комната это называлось. Я говорю, а что это такое там? Что за окошко рядом, там, короче, типа такое зарешоченное, значит, ты знаешь, как советская такая арочка такая небольшая. А он говорит, так это же стол заказов. То есть это такая система была, когда тебе под зарплату просто выдавали продукты там с праздником каким-то, сырокопченая колбаса там и так далее. И очень было модно, значит, иметь каких-то знакомых вот в тех предприятиях, у которых такой стол заказов есть. И это вот все выдавалось, короче. То есть я помню даже где-то меня в Бурятии где-то таскала, короче, бабка, значит, я вот только не помню, то ли это мать посылку из Москвы прислала, то ли она в какое-то предприятие ходила и там по блату просто, не по блату, а по знакомству получала, покупала какие-то вот такие полы Да, деликатесы. Ну и вот как у нас написал один местный блогер и краевед у себя в телеграм-канале, говорит, для полноты картины, он, значит, там показывает на фотографиях вот эти вот пустые полки какого-то там супермаркета, Магнита, что ли, и пишет, для полноты картины не хватает только березового сока в 3-литровых банках.
Ты знаешь... Вот еще бы поставить его как-нибудь там пирамидками, выставить все это, и будет идеальный такой вид. Да, я магазина. помню, нет, но я помню, кстати, вот этот березовый сок. Я помню, когда там, значит, приходили во двор, кричали, что там завезли какие-нибудь босоножки, там еще что-нибудь в этом роде. Ну, это просто тотальнейший ужас был, и, естественно, ну, то есть, как бы, я не знаю, там современное поколение такое переживет, но, с другой стороны, приучится, понимаешь, то есть, какое-то же поколение, оно после революции же приучилось к этому, к советскому обществу. Я вот, собственно, и понимаю, почему, наверное, возможно, были репрессии всякие, там, вот, в 30 раскулачивания и все прочее, потому что народ-то, в принципе, не ожидал, то есть он верил в то, что будет лучше, да, а получилось по известной фразе, как всегда. Ну да, не забудем, что вот эта самая лягушка, которую варят в кастрюльке постепенно, вода же не сразу, ее не сразу в кипящую воду бросают. Вот, да, это та самая лягушка, которая не замечает, что грядет. В этом плане, мне кажется, очень грустная, но в то же время поучительная история с надеждинцами, как их можно, наверное, назвать, да, потому что, ну, я... В принципе, для Идель Реали выпустил сегодня материал, я поговорил с людьми и в Казани, и в Уфе, и вот даже с Олегом Родином, это Нижегородское яблоко, но он сейчас в Варшаве, он здесь. В Ковчеге, да, о том, почему они все-таки решили, вот, включились в сбор подписей за Надеждина, сами за него подписи сделали. Кстати, Бурятия за Надеждина мало голосов дала. Да, ну вот, и как бы я прекрасно понимаю аргументацию этих людей, они говорят о своих надеждах, они говорят о том, что, ну, наверное, некоторые открыто, некоторые это подразумевают, что это элемент такой психотерапии, да? Вот мы делаем какое-то ненаказуемое действие. Да, я, кстати, к этому же как раз и пришел мысли. Да, и, собственно, да, вот нам от этого хорошо. А в будущем, когда-нибудь, это может стать важным кирпичиком в состоянии гражданского общества. Но, увы, живем-то мы вот прямо сейчас, сегодня, и на фоне вот этих вот историй в Якутии, в Башкортостане, да мало ли где еще, но я уже с ужасом думаю, а к кому же после башкортостанских активистов нагрянут следующими? Потому что Надеждин даже при всей вот этой своей такой вот, ну, знаешь ли, как-то вот такой вот мягкости, пушистости, плюшевости, он ведь сейчас явился очень сильным раздражителем, когда вот эта вот история со 100 тысячами подписей, я он собрал даже больше, она же очень задевает сильно власть, тем более, когда мы видим, что за Путина голоса отдают только когда начальство на каком-то предприятии, в какой-то организации дает распоряжение, и все работники подписываются. А эти путинские будки, они стоят пустыми в людных местах. Не, ну понятно, что, как Песков в свое время сказал, что это чисто будет бюрократическое переизбирание, так что вы там не этого. И ты просто не понимаешь, там все-таки какие-то более-менее сознательные люди пришли, короче, или там, ну, которых завербовали в какую-то религию, действительно, вот как психотерапевты, психотерапия, да, потому что, ну, я действительно вот понял, а за что им еще бороться, да, и вот некоторые там, например, говорили о том, что, ну, вот россияне, там всякая вот эта оппозиция, это политические лузеры. И, естественно, чтобы не быть такими, надо вот какого-то своего кандидата выдумать и так далее. Я думаю, что все вот эти аналитики, они в Москве, которые сидят в Кремле, они прекрасно понимали, что надо вот подсунуть оппозиции какого-нибудь кандидата, например, который за Крым наш, там, и за завоеванные территории. Он, конечно, против войны, но касаемо всех территорий он четкого ответа не дает. И там некоторые говорят, что это политическое лоббирование и так далее, но тем не менее, ну как за такого депутата, например, вот я не пошел, не поставил, хотя, ну, в принципе, мысля была, но просто здесь все за и против, просто я решил, что я буду эти выборы игнорировать, как предыдущие. Ну, слушай, я мог бы сказать, что мы безрыбье и рак рыба, да, ну и, соответственно, ну, чем плох Надежда, да, но ведь проблема-то на самом деле даже не в этом, а в том, что лавирует Надежда или не лавирует, мы все прекрасно знаем, что ему просто, он наберет меньше, чем Рада Русских. Просто избраться не дадут, да, то есть его голоса честно не посчитают, и сейчас, в общем-то, у Кремля просто дилемма, снимать его еще на этапе вот сдачи подписей,
когда просто их забракуют, либо все-таки дождаться выборов Нет, и подделать результат? Я думаю, что они его пустят, значит, дадут ему там 1,5–2%, а может еще меньше. Ради русских вот этой собачницы дадут 5–7%, короче, и со всех этих будут полоскать, короче. Что оппозиции это нет, что курс Путина верный, там и все прочее. Ну, знаешь как, я помню очень хорошо, да, этот хороший, 18 или 19 год, когда были выборы мэра. Там на выборы мэра шел Шутенков, вообще совершенно неизвестный мужик, короче. То есть его, кроме там какой-то группы чиновников, вообще не знали, он даже не распиаренный был, потому что предполагалось, что ну, будет Голков там и так далее. Но Голкова там ушли, короче, за какой-то компромат дернули и так далее. И он ушел. И вот этого, значит, Шутенкова поставили, который вообще медийно никак не известен. Вышел, значит, там с ним спойлером Мархаев такой, ну, который там, я помню, один там поэт наш там кричал, поэт-таксист кричал: «Я не коммунист, я мархаевец», короче. И вот, ну, там призывали, значит, бурят голосовать и так далее. Естественно, коммуняки включили бутылочное голосование, когда там, ну, вот этих всех алкашей дергали, короче, из бутылку они там голосовали, да? То есть параллельно этим мэрским выборам шли выборы в городской совет. И, видимо, там, ну, под участие этого Мархаева, там, коммунистам обещали, что они там пару мест дадут в этом городском совете. Естественно, туда пришли платники, так называемые, коммуняки в 2 раза меньше берут, чем Единая Россия. Ну, это такая такса, я не знаю, как в других регионах, но вот в Бурятии такая система. То есть там какие-то активисты или там бизнесмены заплатили это, и их прокинули просто. Ну, то есть опрокинули, короче, и там, по-моему, 1 или 2 коммуниста, которые, ну, такие, как паровозы прошли, значит, а все остальные пролетели. Ну, естественно, вот эти вот были, значит, волнения потом в 19 году, совпало там с проходом шамана Габышева, и в итоге, ну, там так сложилась атмосфера. Но я до этого сидел, значит, на ПВЗ на своем, значит, в кафешке в одной, и сидели, бухали с этими, с глубинариями. Там 2 были русские бабы, короче, непонятных, ну, младше меня намного, они, по-моему, там 90-х годов, ну, знаешь, постарше меня выглядят, потому что там уже рожавшие, короче, там, не пойми где работающие такие, да. Но они говорят, а там еще один был товарищ, короче, там был этот россиянин, но у него фамилия Дорош, короче, он от ЛДПР шел. Я говорю, ну так, типа, а за Дороша что, будете голосовать? Она говорит, да тут кроме Шутенкова-то некого за кого голосовать. Я говорю, а что, ну вот Мархаев политик. Ну то есть, и тут я сразу понял, что, ну они меня, как видимо, не совсем бурята воспринимали, короче, то есть, и вот обычные, ну, разговоры пошли, то есть, ну, там, естественно, под выпивку, там, под все прочее, короче. И я сразу понял, ну, что глубинный народ просто не будет за этого Мархаева, какой бы он хороший, народный не был, голосовать просто из-за того, что у него весь компромат на лице. Я помню, я в детстве отцу говорил, я вот президентом, ну, значит, там вот это все пошло. Как раз Ельцин, там, этот президент Горбачев был. И меня спрашивали, кем я хочу стать. Я говорю, я хочу стать президентом. Ну, мне отец на это тогда сказал, говорит, у тебя весь компромат на лице. И я его спросил, что это значит, короче, такой, потирая лицо, спрашиваю, что такое, что это значит. Ну, он говорит, подрастешь, узнаешь. Я подрос, я узнал, что это уважаемые означает. наши слушатели, вы только что услышали историю, как Зуртан принял решение о создании независимого бурятского государства. Да. Вот, оказывается, где история. Да, как раз вот это перестроечное время было, там все про Горбачева говорили. Да, но возвращаясь все-таки к Надеждину, да, вот то, что ты правильно говоришь, что скорее всего, если даже его допустят, я считаю, что его должны допустить. Я склоняюсь, да, что его все-таки допустят к голосованию, потому что Кремлю нужен такой, как я его называю, триумф Вовы. То есть есть триумф воли, а это будет триумф Вовы, когда покажут, что все остальные кандидаты на его фоне это какие-то муравьишки ничтожные, и набирают они где-то там по 1–2 процентика, и в том числе надо будет устроить показательную порку вот Надеждину, да, показать, что действительно он вот 1–2 процентика набрал. Эта тактика, она могла бы не сработать, если бы вот у тех либерально-демократических сил, которые сейчас ставят подписи за Надеждина,
была бы, во-первых, решимость и возможность как-то контролировать, наблюдать за самими выборами, а во-вторых, что еще даже важнее, у них была бы решимость после этого на улицу выйти и отстаивать свои права. Ну да, конечно, нам тут сейчас рассказывают о такой стратегии, как бы полдень, что ли она называется, да, полдень против Путина, когда, значит, в 12 часов дня люди, вот где у них там есть избирательные участки, они должны выйти и показать, что их на самом деле много, тех, кто против Путина. И тех, кто либо не голосует, либо голосует за Надеждина, либо в случае снятия Надеждина голосует за какого-то другого кандидата, но только не за Путина. Но, ну, постоят они, ну, разойдутся. Ну, это, знаешь, как в стиле, а назло бабушки ноги Да, отморожили, уши там, уши отморожили. отморожили. Да. А дальше-то что, да? Ну, то есть понятно, что вот этот режим, он уже какую-то такую вот очередную... Так подожди, выборы Главное- сейчас будут несколько дней. Тем более... Урны будут стоять несколько дней. Ну, вот несколько дней, ребята, ну... Но несколько дней эти люди, значит, будут выходить, и как урны тоже стоять. В 12 в полдень на вытяжку там. Ну, понятно, что режим специально сделал такую очень сложную, запутанную схему, когда действительно невозможно проконтролировать нарушения. Не случайно один из представителей «Голоса» будет встречать эти президентские выборы, собственно говоря, в СИЗО. Ему специально продлили, я вот, к сожалению, запамятовал фамилию, но это легко гуглится. Ему специально продлили арест таким образом, чтобы он еще и выборы там пересидел. Ну, понятно, что система наблюдения разрушена, альтернативная система наблюдения либерально-демократические силы не создали. Значит, ну, как вы будете наблюдать, как вы будете ловить за руку, и главное, хватит ли у вас потом решимости выйти на улицу и вывести людей еще. Ну, я тебе так могу сказать, что все те, кто хотя бы что-то могли пошевелить там, да, они все либо сидят, либо выехали. То есть те люди, которые остались, это такие, знаешь, криптоборцы, то есть, ну, я не могу их осуждать, потому что действительно, то есть, ну, у них нет возможности там бороться или там сидеть на бутылке там по 5-7 лет, да, то есть нельзя этих людей осуждать, но другое дело, что никаких изменений-то не происходит, и вот методы демократии демократические, то есть вот почему, ну, то есть это же электоральность фактически считается, да, но они используются диктаторскими режимами для того, чтобы свою власть упрочить. Да, Ну, то есть Путин засиделся, то есть, во-первых, он для того, чтобы, значит, вот на эти сроки пойти, он изменил Конституцию. Да, то есть в 2018 году это вот все происходило как раз. Изменения Конституции. Ключевые они произошли в 2020 году. Ну, в 2020-м, я извиняюсь, в 2020-м. Ну, проекты и все прочее, это готовилось, естественно, раньше. И, то есть в этом отношении даже Запад, он как будто бы, может быть, проекты какие-то готовил. Я, кстати, ошибку тогда совершил о том, что говорил о том, что Конгресс там что-то принял, значит, какое-то положение, по которому в 2024 году, если Путин пойдет на выборы, они его автоматически не будут признавать легитимным. Оказалось, это просто проект. Вносили какой-то воздуханский, естественно, он там какие-то комитеты не прошел там и так далее. То есть нету такого законодательства. Слушай, но резолюция ПАСЕ, она есть. Я считаю, что, она осенью была принята. Что его, Путина-то, нужно легитимизировать на международном уровне просто-напросто. Ну, конечно, это важно. Кстати, вот раз уж мы... Сначала страны демократии, потом вот эти, значит, страны с отсутствием демократии, потом всякие террористические режимы тоже перестанут с Путиным здороваться. Раз уж ты в который раз сегодня упомянул Америку, да, вот хочу поговорить об еще одном сюжете. Вот это противостояние федерального центра и штата Техас, да, которое оно буквально вот на наших глазах сейчас складывается и развивается, да. И я, значит, обратил внимание, что вот все эти ватные патриоты многочисленные, которые сидят в Твиттере, они до этого, значит, обсуждали вот тему Ил-76, что там, значит, кровавый киевский режим убил якобы своих же собственных вот украинцев, военнопленных, да. А сейчас они резко перебросились вот на эту тему, другой лакомый кусок. И, значит, они кричат там «Техасская Народная Республика», «Техасская Народная Республика». Уже какие-то флаги, мемы пошли, что они там чуть ли не... Стихотворения пошли. Да, они туда уже Моторолу нового какого-то отправляют, Гиркина там, Баширова, Петрова. И вот мне, кстати, даже вот жалко немножечко, что у России сейчас силенок не хватит никаких вот таких вот диверсантов в Техас-то закинуть.
Потому что у этих диверсантов, которые бы там попытались построить какую-нибудь там Техасскую народную республику, у них бы был шанс только сдаться федеральным властям. Иначе бы их просто, если бы их обнаружили первыми сами жители Техаса, они бы в них наделали дырочек. Красивых, аккуратненьких, вообще без каких-либо церемоний, без проблем, без какой-либо рефлексии. Ну, ты знаешь, 90-е годы эту же ту же тему бодяжили, короче, на российском СМИ. Я тогда, в принципе, узнал о том, что Техас-то был в свое время даже независимым государством, и несколько там стран Европы, по-моему, в том числе Англия, они признавали его независимость. То есть просто потом по экономическим причинам Техас просто инкорпорировали. Это да, и техасцы, они, ну, как бы всегда отличались тем, что у них собственное законодательство, оно очень, ну, довольно такое своеобразное там. Другое дело, что я вообще не понимаю вот этих всяких проблем, которые там возникали, потому что никто в Техасе из мигрантов не остается. То есть тут вот неправильную эту закидывают, или, может быть, сознательно закидывают вот эти все всякие Z-патриоты, как будто бы мигранты, они лезут именно в Техас. В Техасе самое хреновое законодательство касаемо предоставления убежища и все прочее. То есть все эти люди, которые пересекают границу, в основном с Латинской Америки, да, они потом рассасываются в другие демократические штаты. Ну да, это транзитный штат. Это транзитные штаты, в общем-то, там по той простой причине, что там река протекает, там как таковой вот этой демаркированной границы нет и все прочее. И понятно, что это, скорее всего, какая-то внутренняя чисто американская борьба за какие-то там, значит, преференции, может быть, за вот эта предвыборная кампания против, например, может быть, какой-нибудь глубинный народ американский решил торпедировать Байдена по поводу того, что, ну, там слишком много мигрантов, там работу занимают и все прочее. То есть вот эти, ну, традиционные страхи, да, при том, что, ну, как бы для капиталистов или, например, для тех же, значит, представителей сельского хозяйства, да, то есть сезонный мигрант, это просто, ну, как бы золотая жила, то есть это позволяет им просто, ну, на самом деле, собирать урожай, зарабатывать нормально. И вот всякие вот эти ужесточения, которые происходят, ну, они против рынка просто в Америке идут. И Америка, она с удовольствием поглотит еще там, я не знаю, там половину Китая может поглотить Ну, себя. конечно, Все Америка это ведь изначально страна мигрантов, да, вот уже как это все в результате сложилось, Соединенные Штаты Америки, это, по идее, страна, где всю власть получили мигранты, свободный да? рынок, защита интеллектуальной Да. собственности, то есть... Вторая тема, которая мне в связи с этим очень интересна, но вот эти Z-патриоты, эти ватники, которые радуются тому, что, значит, вот у Техаса такой конфликтик вышел с федеральным центром, они как-то вот в свою сторону не хотят ли посмотреть? Давайте представим такую ситуацию, что вот какой-то российский губернатор набрался наглости, смелости и сказал, активизировал национальную гвардию. Да, а я вот хочу вот такую вот политику выстраивать, и мне плевать, что там думает по этому поводу Москва, вот я так сейчас хочу, да? Вот давай и представим, что этот бы конфликт выплеснулся Вот пишет политический беженец в США Ренчин Гамбоев. Техас отправляет автобусами латинских ребят в Нью-Йорк или Чикаго. Ну вот. Проблем нет. Требовалось доказать, да. То есть это просто высосано из пальца в российских именно, в российской интерпретации, что там какие-то в Америке проблемы там приводят. Еще, знаешь, фильм такой фантастический, в котором там, значит, образовалась новая конфедерация, значит, какая-то штатов, и которая, значит, там захватила Вашингтон, короче, разбомбили они его, и, значит, федеральное правительство упало, и вот, значит, какие-то то ли журналисты, то ли активисты там что-то бегают, короче. Ну, это... Но смотри, что самое смешное... Это кино. Что самое смешное, такие страшилки производят, в общем, массово американцы, сами американцы и для американцев же. Но наши ватники, они, по сути, занимаются чем? Они занимаются карго-культом. Они подхватывают чужие сюжеты, просто переводят их, как-то адаптируют наспех для российской аудитории и говорят, вот посмотрите, вот у них там завтра вся Америка рухнет. Ничего не рухнет, а вот если в России действительно такой раздрай начнется, и губернаторы начнут демонстрировать свой норов, вот насчет России бы я уже обеспокоился. Ну, уже же некоторые русские оппозиционеры, там, типа Ходорковского, они же там опасались, вот там Хабиров, там, или кто-то какие-то батальоны свои собственные создают, там, и так далее.
Ну, когда там начали, значит, русская армия начала успешно утилизировать бурят, тувинцев, башкир, татар, якутов, значит, в Украине, да, то, ну, вот эти голоса, они как бы там попадали, да, то есть, и, ну, вот это удивительная ситуация просто, когда, что, то есть, то ли отсутствие политической чуйки, то ли просто сознательная какая-то москвоцентричная такая вещь, то есть, в Москве-то отряды-то не создают, ну, там и не сождашь, кто там пойдет там воевать и так далее. Поэтому вот эта диспропорция как раз и возникла, о которой там молодые, неопытные, значит, всякие деколониальные активисты в прошлом году, позапрошлом году все уши прожужжали, да, но вот, по крайней мере, я пока эффектов не вижу вот от какой-то такой деятельности тех же деколонизаторов, например. И я там предложил на Республике Бурятия, у нас канал есть такой, вот этого, значит, якута, который, ну, критически там относился к своим начальникам непосредственно, потом критиковал, собственно, этого царя-императора там, и так далее. Я говорю, его не надо на обмен. И нужно, чтобы все вот эти правозащитные организации, в том числе якутские, запросили для него политическое убежище. Для него и для его там родственников политическое убежище где-нибудь, ну, в Европе, по крайней мере, смогли вывести, потому что, ну, вот это бы гораздо было эффективнее, нежели чем там с плакатами там стоять, какие-то бесполезные конференции, год там деколонизации объявлять и так далее. То есть, ну, мы не видим просто, что что-то происходит, поэтому, естественно, такое скептическое отношение. И вот еще одна такая ремарка по поводу вот этих, значит, митинга, который в Якутии прошел. Там же сразу власть объявила, что это все инспирировано какими-то, значит, беглецами, которые из-за рубежа пишут. Значит, я по этому поводу сказал, что да, это 3 калеки со смартфонами, значит, с доступом в интернет, говорю. Запад еще просто не начинал с вами даже бороться, говорю, в том числе в информационном плане. Ну и как оказалось, очевидно, поймали, значит, этого админа якутского канала, там поставили его на колени, он там что-то начал извиняться. Ну, в общем, то есть репрессии как раз вот они с этого и начались. То есть, когда народ начал недовольствовать, там были какие-то пассионарии, высказывались и так далее. Их сначала по одному ловили, а потом создали систему. Ну, потому что так проще, да, стандартизировали систему, и началась просто Косилова. Так что пока у вас есть возможность, пока еще Путин границы не закрыл, а после того, как он изберется, я думаю, что 100% он объявит всеобщую мобилизацию, или, по крайней мере, там мобилизирует 5-7 миллионов. Ну, потому что он же не может так сказать, все, я переизбрался там, мы войну прекращаем, выводим войска и все прочее. То есть, ну, я более чем уверен. 7 миллионов ты хватил, но я думаю, мощная волна будет. Она будет нет, ну, то есть, смотри, сейчас по современным методам, да, ведения войны нужно 10-кратное преимущество, как минимум, иметь. То есть и такое преимущество, которое, например, Украина не сможет быстро смобилизировать. Я понимаю, но смотри, они же пытались, ну вот, собственно, мы же видели это перевыполнение плана, вот в эту частичную мобилизацию осенью 2022 года. И кончилось все тем, что мобики массово начали помирать. Кто от цирроза, кто еще от чего, от каких-то там болячек. Нарушена была вся логистика, парализовано было движение. Ну, то есть они бы и рады такое 10-кратное преимущество обеспечить, но они просто не смогут. Вот это будет толкотня опять где-то. И, кстати, если такая толкотня начнется где-то на границах с Украиной, где уже есть возможность из Химарса шарахать, то я думаю, Украина будет за такую поставку только благодарна. Знаешь, что будет? Наверное, там будет мобилизация коррелироваться с утилизацией. То есть тогда у них весь этот механизм конвейера будет работать. Да, это да. Да, и вот на каких-то долях процента они будут, конечно, перетягивать, потому что, ну, понятно, что там на 100 мертвых чмобиков, там, ну, может быть, там, ну, 30, 40, 50 украинских бойцов, и это существенное число просто-напросто. Поэтому тут как бы сложно рассуждать без военного специализированного образования, но тем не менее, то есть вот после перевыборов, точнее переназначения чиновничьего бюрократического Путина никаких изменений не будет. И, конечно... Ты не прав, будут, но в худшую сторону. Имеется в виду, да. То есть, что для вас изменений никаких как будто бы не будут, но они будут в худшую сторону. Так.
Ну что, я думаю, мы заканчиваем уже, да? Да, наверное, друзья мои, практически все обсудили. А, нет, кстати, еще касаемо тебя, касаемо вопрос по поводу закона, который вот буквально за 2 или 3 дня приняла Госдума о конфискации имущества иностранных агентов. Что думаешь? Ты знаешь, я, честно говоря, не вникал в суть. По-моему, там все-таки еще важная составляющая это фейки, да? Угу. Фейки против армии, там что-то в этом роде, ну, да? Да, ну, как бы я не вникал в суть, и я как к этому подхожу? Потерявший голову по волосам ведь не плачут, да? То есть, ну, понятно, что они сейчас будут как-то закручивать гаечки, как-то запугивать. Я даже полагаю, что эта мера направлена прежде всего на тех, кто внутри до сих пор сидит. Ага. Ну, потому что, ну, что вот, я прекрасно знаю, что если я вернусь, меня сразу закуют в наручники. То есть я уже не могу попасть, не смогу попасть в свою квартиру, пока этот режим существует. Ну, хорошо, но вот они сделали такую подлянку. Ну, давайте посмотрим, например, сколько у нас иноагентов в списках. По-моему, где-то порядка 600 фамилий, да? Угу. Ну, они сейчас, конечно, пытаются преподносить это как некий такой акт социальной справедливости. Ну, какая к черту социальная справедливость? Там, если эти квартиры кинуть как на драку собаку женам мобилизованных, они передерутся просто из-за этих квартир. А я предполагаю, что, знаешь, они хотят раздеть именно тех иноагентов, да, ну, типа Шендеровича, кто там... Ну, это же малый процент. Нет, ну, на самом деле я более чем уверен, что у того же Шендеровича и так далее большое количество недвижимости, потому что я у нас считал, что этот закон будет касаться именно не того твоего жилья, да, а именно коммерческой недвижимости, то есть то, что приносит тебе доход, например, то есть помимо твоего собственного жилья, там, например, это может там 2-я, 3-я квартира, ну, какая-нибудь дача там или еще что-то. Нет. Там, уверяю тебя, никто из них не является такими, ну разве что кроме Галкина какого-нибудь, такими лендлордами, чтобы за это стоило всерьез биться, чтобы ради этого стоило принимать какие-то вот эти абсурдные законы. Нет, это вот инструмент воздействия в первую очередь на тех, кто еще сидит в России или не порвал окончательно связи с Россией. Угу. Да? Ну, понятно, этим людям это будет страшно, это будет доставлять неудобства, боль. Особенно, вот опять же вопрос, а как поступать в тех случаях, если какая-то долевая собственность, да? То есть непонятно, да? А что вот, как бы, если у кого-то там старенькая мама осталась, она, значит, владеет 1-2 квартирой, ее что, там пинком на улицу, что ли? Или как-то это приставы должны разменивать и какое-то жилье предоставлять? Ну, то есть, да, можно по беспределу пинком на улицу, ну, как бы, ну, давайте дальше, злите народ, доводите их там до белого коленя. Ну, либо какие-то сложные схемы, и тогда этот закон просто будет нерабочим. Ну, то есть, это вот для того, чтобы кто-нибудь типа вот Сережи Миронова, вот этого унылого клоуна, он пошумел, сказал, да, мы тоже в разработке участвовали этого законопроекта. Вот смотрите теперь, враги народа. У нас, мне кажется, Путин успешно манипулирует таким понятием, как социальная справедливость, да? Заметьте, с прошлого года они начали подменять социальную справедливость. То есть, что было социальной несправедливостью в декабре? А это вот эта голая вечеринка, да? То есть куча каких-то непонятных Z-патриотов сильно оскорбилась тому обстоятельству, что кто-то в стране еще отмечает Новый год. На заднице бриллианты таскает. Да, на заднице бриллианты таскает. Ну, такое ощущение, что вот они в этой стране при путинском режиме жили 25 лет и только проснулись. Продрали глаза и увидели, что ж такое. Ну, ты знаешь, в свое время, в советское время, там же происходила такая ситуация, вот эта Фурцева, которая была, они же там, ну, всегда там в культурной среде, всегда вот эти левачки были, концерты левые там и так далее. То есть у, значит, артистов неучтенки очень много. То есть я вообще офигел, когда узнал о том, что за прошлый год Ивлеева заработала 600 миллионов, там и к ней налоговые претензии возникли и все прочее. То есть, ну это вообще никто смотри, И ситуация это, я думаю, такая, что... И потом же смотри, какая реакция была, да? То есть они же сразу бросились там. Лолита там 3 квартиры сняла на полгода, короче, там какая-то Собчак там тоже оподливилась, значит.
какие-то семьи начала с Белгорода вывозить, которые что-то там лишились и так далее. То есть тут ситуация это больше такая, что, по-видимому, либо артисты перестали заносить, да, ну как это до этого делали, либо кто-то решил артистов обязать заносить. Ну да, Что ну, теперь новые правила, друзья мои. Теперь вы сейчас не отболтаетесь, не от этого этись, ну, короче. кстати, вот в случае с белой вечеринкой я, в принципе, Да. в корыстные мотивы тех, кто погнал эту волну, я, кстати, больше верю, что это некий переход такой вот рынка вот этих вот рекламных доходов, Да, там, да, говорили да. про контракты, которые там что-то... Но они же вот, начиная с 22 года, начали морщить вот эти всяких там, как они называются-то, господи, гуру там Ну, всякие, блогеров, там, нутрициологи, випов, там, блогеры, да, там вот да. эту какую-то, которая какие-то миллиарды заработала, при этом там Но не платила заметь, налоги. Это же вообще, заметь, это же ужас вообще. да, но заметьте, режим опять же преподносил это под соусом некой социальной справедливости. Вот как смеют они, значит, радоваться жизни, наслаждаться жизнью, когда, значит, наши мальчики в окопах там сидят, гибнут там, Но опять же, мне пожираемые кажется, в шабе. это своего рода, как оно называлось-то в Древнем Риме, не раскулачивание, а проскрипции были, да? То, соответственно, это говорит просто о том, что если проблемы, ну, вопросы возникли у этих, как и у налоговых органов, это денег нет в бюджете уже. А оно же, понимаешь, это вот те доходы даже, которые у них есть, ну, нам кажется, может быть, даже, да, что это много, да, но на самом-то деле по тем же московским меркам это какие-то смешные суммы абсолютно. Ну, то есть это вот есть конкретные интересанты, которые, допустим, хотели перехватить рекламные контракты той же Ивлевой, да, вот это, ну, как бы понятно, да, мотив. А то, что они таким образом бюджет пополнят, ну, это мертвому припарке на самом деле. Просто я, ну, вот как бы по личному опыту, да, могу так поделиться очень аккуратненькой историей. То есть я просто знавал в свое время одного очень мелкого московского чиновника, ну, даже не чиновника, наверное, функционера из энергетической сферы, который вот, ну, частенько приезжал к нам в Казань, да, ну, просто отдыхать, покуражиться. И не только в Казани, он в Сочи там два раза в месяц летал, куда-то на охоту регулярно там выбирался в Тверскую область. И вот представь себе, вот такой вот человек, абсолютно серенький, незаметный, который никогда не становился даже героем расследования Навального. И даже более того, его начальник, скорее всего, не становился, да, он мог себе позволить в Казани спокойно квартиру купить, потом другую, потом дачу, потом машину, не говоря уж о всяких там погребушках, типа там айфонов, смартфонов. Да, вот видите, еще как мы бедно живем, короче. Да. А москвичи сейчас возмущаются, когда всех, значит, дворников, всех мигрантов распугали, почему-то улицы снегом завалены. Вот, Никто да, не чистит. да. Никто улицы не чистит. То есть она стоит и раздражается, короче. То есть они вот, ну, за эти 30 лет совершенно отвыкли от произведения какой-то, в принципе, физической работе. То есть и естественно, что та вот советская элемента, которая там в Москве вкалывала в предприятиях там и так далее, да, она уже сейчас переродилась вот в этих путинских потребленцев, я их так называю, которые вот просто расхищают, ну, являются частью распределения вот таких так вот, сверхблаг, так скажем, вот которые на Москву упали. Вот этот вот товарищ, он типичный потребитель из Москвы вот этих путинских сверхблаг, да? Но даже по московским меркам он абсолютно незаметный человек. Понятно. Вот представляешь, да. какие деньжища. Но зато, как любят навальнисты, говорят, вот в этих регионах национальных там такая коррупция, вы проведите расследование и так далее. Ну, то есть... Но я думаю, тут как бы в этом случае не вина навальнистов, а просто по московским меркам он слишком мелкая сошка. Ну да, там москвоцентричная позиция, и, естественно, то есть вот... Ну, вернемся там потом как-нибудь к обсуждению наших регионов с тобой. Тоже интересная тема, наверное, что-то там подбросится. Но в завершении, что можешь пожелать нашим зрителям, слушателям? Ну, что я могу пожелать? Я могу пожелать столько бодрости духа, держаться дальше. Если у вас есть возможность эмигрировать или вы уже эмигрировали, устраивайтесь там, куда вы эмигрировали, желательно подальше от России. Да, мы видим, что страны, которые находятся в сфере российского влияния, они все-таки выстраивают еще очень неоднозначную, мягко говоря, политику. То есть у России есть теперь такой список недружественных стран,
Вот если вам повезет оказаться в одной из недружественных стран и как-то здесь прижиться, вот это будет для вас самое идеальное. Не надейтесь на скорое возвращение. Увы, Да, пока это так. учите язык местной страны, потому что я прочитал такой пост, там писалось о том, что ну, обычно в странах, в каких-то определенных странах не получилось именно у тех людей, которые не выучили язык даже на коммуникативном уровне. То есть, ну, у них какие-то вот стоят там еще советской школы выработанные, видимо, запреты, да, или как их правильно там называют. Разрушайте их, начинайте им говорить, общаться с местным населением, естественно, интегрироваться. Для этого есть все возможности. Так что боритесь и поборите, как говорится. Ладно, всем пока. Какие-то бурята и не только бурята. Да. Всех призывают думать. Да, в общем, большое спасибо за эфир и до встречи в следующую пятницу. Сейчас послушаем бурятскую музыку. Так, оп. Так. Не могу. Кто-то так настроил, что наорет. Да, это Дугаржаб Дашиев. Режим мне. Ну, я прямой эфир. Поздоровайтесь. Ага, poczekaj, bo tutaj gitar. Он teraz Tak, не działa w ogóle. nie, może działa. Bo to jest Nie, muzyka. on działa tam działa. A, вот тут. А, тут Studio. так. Так. Ну, окей. Nie, to jest studio. Ага. Понятно. Так, значит, в Western Union я не успеваю сейчас заскочить, да? Сразу, наверное, А поеду. что ты пишешь? А мне это, бабки просто пришли. Я же спрашивал, ну, у меня в этом месяце это на Western Union. Ладно. О бабках позже. Прямой эфир идет. Ну ладно, как бы. Надеюсь, не забанят, потому что могли быть права на это.
На что? На музыку. Ага. Так, ладно. Ну, в общем, эфир прекращаем. Спасибо за внимание. До новых встреч. Через сутки эфир появится на моем канале. Так что ждите. До новых встреч. Завтра тоже, наверное, стрим проведу. Сейчас